Симулятор вместо партнера. 7 апреля 2026 года в Киеве состоялась встреча депутата Бундестага от ХДС и члена Комитета по международным делам Родериха Кизеветера с Ахмедом Закаевым. Немецкий политик, искренне ищущий союзников в борьбе против имперской России, к сожалению, попал в очередную ловушку. Многие европейские деятели до сих пор дезинформированы относительно реального положения дел в чечено-русских отношениях. Закаев один из тех, кто активно позиционирует себя на Западе в качестве главного борца за Чеченскую республику Ичкерию. Однако, среди чеченских беженцев его и его окружение не без оснований подозревают в скрытой работе на имперские власти Российской Федерации. Рассмотрим итоги Всемирного чеченского конгресса в Копенгагене в 2002 году о сдаче суверенитета Чеченской республики Ичкерия под видом компромисса. Причиной глубокого недоверия чеченского общества к этой кампании стало их странное соглашательство с российской стороной на переговорах, которое в свое время вызвало недоумение даже у западных аналитиков. Об этом подробно писал Фредерик Старр, председатель Института Центральной Азии и Кавказа в университете Джона Хопкинса. В своей статье «Неужели нет никакого пути урегулирования девятилетней чеченской кровавой войны?» Ссылки имеются на каждое мое утверждение в этой статье. В октябре 2002 года группа закаевских политиков собралась в Копенгагене на так называемый Всемирный чеченский конгресс. Обратите внимание, ВЧК называется этот конгресс, то есть сокращенно Всемирный чеченский конгресс. Там была принята итоговая резолюция, текст которой заранее согласовывался на двух предыдущих российско-чеченских встречах в Швейцарии и Лихтенштейне. Из этой резолюции следовало, что созданного по праву чеченского суверенного государства Чеченской республики Ичкерия как будто никогда не существовало. Участники Конгресса фактически транслировали в Москве и всему миру нарратив о том, что территория Ичкерии по праву является частью Российской Федерации, а значит конфликт должен решаться как внутреннее дело России. О попытке узурпации власти Чеченской республики Ичкерия в эмиграции. О подлинной правовой картине тех лет свидетельствует Аят Идигов, полномочный представитель парламента Чеченской республики Ичкерия с 21 февраля 2004 года и председатель парламента Чеченской республики Ичкерия в 93-97 годах. Еще при жизни легитимного президента Аслана Масхадова 29 июля 2004 года министр культуры, информации и печати Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, находясь за рубежом, незаконно использовал государственный сайт Чечен Пресс для реализации личных амбиций. Там был опубликован ряд фальшивых указов от имени главы государства, включая документ о назначении Закаева главой Кабинета министров, ведомство, которое по Конституции может возглавлять исключительно сам президент. Масхадов своим официальным указом незамедлительно отстранил Закаева от должности и передал дело на расследование в прокуратуру. Гибель Аслана Масхадова в марте 2005 года дала новый импульс для манипуляций. 30 сентября 2005 года Закаев, войдя в сговор с группой из 7 бывших депутатов во главе с Жалаудином Сараляповым, опубликовал на Чечен Пресс так называемое парламентское расследование. В нем Сараляпов впервые именовался председателем парламента, хотя настоящий парламент Чеченской республики Ичкерия никогда его на эту должность не избирал. Впоследствии Сараляпов незаконно назначил Закаева на несуществующую в государстве должность премьер-министра, самовольно изменил правила кворума и приостановил, в кавычках, работу своего квазипарламента ради вхождения в религиозный Меджлис Шуру при президенте Садулаеве, а затем Умарове. Все эти действия прямо нарушали Конституцию Чеченской республики Ичкерия, согласно статье 5 части 2 основного закона.
Законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и уравновешивают друг друга. Статья 61 и 63 четко определяют парламент как единственный и постоянно действующий орган законодательной власти. Однако для Сараляпа-Закаевского дуэта ни Конституция, ни международное право ориентирами не являлись. Члены правительства ЧРИ, находившиеся в Чечне и за ее пределами, решительно осудили попытку захвата властных институтов Закаевской семерки с 6 ноября 2007 года номер 1Б и номер 7Б, как и последующие более чем через месяц с 9 декабря 2007 года самоустранения от власти президента Доки Умарова, провозгласившего себя амиром Исламского Эмирата Кавказ. В защиту легитимных органов власти по всему миру проходили конференции и митинги под лозунгом «Никто не имеет права менять Конституцию Чеченской Республики Ичкерия». Ичкерия оказалась в ситуации искусственного безвластия. Призывы легитимных депутатов к Умарову и Закаеву вернуться в конституционное поле натолкнулись на глухое молчание. Переговоры закаевцев с кадыровцами и исламизация. 4 июня 2009 года Ахмед Закаев в интервью Наталье Голицыной на радио «Свобода» открыто озвучил свою пророссийскую и соглашательскую позицию. На сегодняшний день мы, чеченское правительство Чеченской Республики Ичкерия, вновь сформированные структуры, оккупационные структуры и те, кто не был вовлечен в политику, должны выработать единую концепцию. Намечен ряд встреч у Закаева, включая встречу с представителями Рамзана Кадырова в ближайшее время. Позже в Сараляпо-Закаевском дуэте наметился раскол. В августе 2009 года они даже пытались увольнять друг друга, но в итоге решили сохранить статус-кво, обходя молчанием факт совместной узурпации власти в 2005 году. Спустя 10 лет, в 2017 году, Закаев совершил очередное радикальное действие по смене ориентира. Он объявил о переходе своего так называемого кабинета министров от принципов демократии к исламской конституции 2002 года, пообещав принимать все решения исключительно на основе Корана и Сунны. Подобные метания из одной крайности в другую – классический почерк политических самозванцев. Либо, мы помним, в 2017 году ФСБ массово казнила чеченцев в Чеченской Республике Ичкерия, и с ее документами, и с убитыми, с казненными документами с казненных людей отправляла своих сотрудников военной разведки под видом ИГИЛ в Сирию. И тогда у ИГИЛ началось новое террористическое дыхание, новое движение началось. И в этот момент, как удивительно, Ахмед Закаев из демократических, который прыгает то демократически, то исламистом, резко становится исламистом. Очень удобно и очень показательно. Совпадение? Я сомневаюсь в нем. Классически, обещав подобные метания из одной крайности в другую, классический почерк политических самозванцев, ну или кремлевских марионеток. Партнеры против кремлевских ловушек. Параллельно в процессе возникли фигуры вроде Руслана Кутаева, который пытается представить чеченцев в образе агрессивных радикалов, диктующих свои условия. Удивительно, но голос этого удобного для Кремля деятеля звучит синхронно с обвинениями Москвы в адрес Германии в связях с террористами. На протяжении 30 лет Россия клеймит террористами всех граждан Ичкерии, от ее руководства до женщин и детей. На этом фоне любые радикальные представления в Европе лишь подыгрывают кремлевской пропаганде. В условиях правового вакуума, созданного Закаевым и Умаровым, еще 12 августа 2009 года было выпущено воззвание правительства Чеченской Республики Ичкерия чеченскому народу. 26 августа 2009 года строго в соответствии с Конституцией ЧРИ, законом об органах государственной власти в период военной оккупации территории ЧРИ,
от 24 декабря 1994 года и постановлением парламента номер 14-11 был сформирован легитимный коллегиальный орган Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. В него вошли только те государственные деятели, которые не предали присягу и остались верны декларации о суверенитете от 25 ноября 1990 года. Подлинные, легитимные и демократические представители чеченской государственности, соратники первого президента Джохара Дудаева, Алла Дудаева, бывший председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов и их сторонники последовательно заявляют: мы добиваемся деоккупации нашей Родины исключительно политическим и правовым путем. Если господин Кизиветер и другие европейские лидеры действительно ищут надежных партнеров для демонтажа российской имперской системы, им необходимо научиться отличать правовую реальность от медийного симулякра. В противном случае, вместо удара по империи, Запад и Германия в частности продолжит наносить удары по ее главным жертвам. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 30 мая 2026 года.